Нас ждет что-то ужасное. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как США надеются перенести базы из Афганистана в страны Центральной Азии. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. США и другие члены НАТО договорились начать вывод войск из Афганистана 1 мая. Альянс признал, военного решения проблем, которые стоят перед Кабулом, не существует. В Соединенных Штатах Америки рассматриваются варианты размещения военных баз в Центральной Азии после вывода войск из Афганистана, заявил ИО помощника Минобороны США по вопросам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Дэвид Хелви на слушаниях в Комитете Палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам. Такая мера изучается для противодействия террористам, находящихся на территории Афганистана. Американские войска присутствуют в Афганистане уже 4-й президентский срок, напомнил Джо Байден. Он не намерен передавать эту ответственность 5-му президенту. 2500 солдат выведут до 11 сентября. Он также добавил, что военное руководство США надеется сохранить за собой возможность совершать полеты над Афганистаном. При этом представитель Пентагона отметил, что конкретные договоренности с республиками региона о размещении американских баз пока не достигнуты. «У нас нет соглашения ни с одной из этих стран, но мы прорабатываем все варианты», — сказал Хелви. Ранее американская деловая газета написала, что после вывода из Афганистана США могут разместить войска в странах Центральной Азии, при этом договоренности пока нет. Издание «Политика» пишет, высокопоставленные американские военные выступали за сохранение небольшого присутствия США в Афганистане, чтобы сдерживать Талибан. По мнению некоторых военных и представителей администрации президента Джо Байдена, лучше всего было бы разместить войска в Узбекистане и Таджикистане, имеющих общую границу с Афганистаном. Это позволило бы быстро попасть в страну при необходимости. Однако источники заявили, что поставить базы в этих республиках сложно из-за большого военного присутствия России и растущего влияния Китая. Как вы относитесь к такой идее? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. А вот Узбекистан достаточно резко отреагировал на размещение военной базы у себя в стране. Военная база США не может быть размещена на территории республики, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Узбекистана. Это не предусматривает оборонная доктрина и конституция страны. Представитель ведомства также добавил, что политика Узбекистана в области обороны основана на принципе неучастия вооруженных сил страны в миротворческих операциях и военных конфликтах за рубежом. В прошлом году США и радикальное движение «Талибан», запрещенное в России, подписали первое за 18 лет соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск уже в мае этого года. Помимо Узбекистана, США отмечают Таджикистан как приоритетную страну для военного контингента, так как республика граничит с Афганистаном. Как вы считаете, Узбекистан сделал правильно, и что стоит сделать нам в этой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Талибан заявлял, что нарушит перемирие, если американские войска останутся в стране. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!